Правильно участники совещания. Если говорить о семейной экономике, как ранее уже это обговаривалось, и другие участники, Николай Ефимович, на это указали, доходы личного домохозяйства, они у нас составляют 32 тысячи. Да? Прожиточный минимум у нас на новый счет 19 тысяч. Да? То есть обстоятельства складываются сложные для семейной экономики. И в этой семейной экономике, в структуре потребления, 44% это пищевая продукция. Это мясо, молоко, картофель, овощи и другие продукты питания. При этом эти же продукты питания, они являются 48% от товарооборота города Якутска в розничной торговле. Это большой рынок. При этом доля местного производства, она сравнительно небольшая. По мясу у нас 3% сейчас, по молоку 4%, по картофелю 8%, по овощам 17%. Это большой рынок. Большие доходы для сельхозтоваропроизводителей потенциально, я имею в виду, да? И это рабочие места для сельского населения. Поэтому в стратегии социально-экономического развития до 1932 года предусмотрено мероприятие по созданию агропояса, о котором мы сегодня тоже говорили, в который входят Кангаласский, Намский, Мегино-Кангаласский, Горный и Алепинский район. Агропояс вокруг Якутска. Да? По целям, это создание агропояса, оно обеспечит нам рост доли на рынке потребления города Якутска по картофелю на 62%, по овощам на 28%, по молоку на 11%, по яйцу на 80%. Если говорить отдельно об инвестиционном развитии Кангаласского района, сейчас в долине Аркяне воплощается проект по созданию агротура, о котором тоже сегодня многие упомянули, но по предложению Николая Ефимовича глава Республики Саха-Якутия Сергеевич Николаев предложение поддержал, поручил нам, Министерству экономики, его прорабатывать. И этой работой Министерства экономики непосредственно я занимаюсь, заместитель министра. Какие сейчас задачи обозначены? Это сохранить и повысить эффективность того, что уже создано из предприятий, предпринимателей. При этом обеспечить повышение продуктивности и эффективности предприятий. И реализовать новые инвестиционные проекты, поскольку бизнес представлен малым и средним предпринимательством. Здесь речь не идет о крупных масштабных инвестициях и больших налоговых поступлениях. Речь идет о создании рабочих мест в большей степени. В целом, этот агротон мы оцениваем, что до 200 рабочих мест может быть создано при реализации всех мероприятий. Среди мероприятий у нас, естественно, разработка налоговых льгот и мер поддержки для бизнеса, для действующего и для новых инвестиционных проектов. Разрабатывать налоговые льготы или меры поддержки, не слушая бизнес, государство, естественно, не может, и мы это делаем путем с поддержкой Кангаласского уруса, Техтюркского наследия, Артемского наследия, Жерского наследия, Немзинского наследия. И представители бизнеса от этих наследов подобрали перечень проектов, которые у нас наиболее такие, скажем, продуманные. Да? Это реконструкция овощехранилища агрохолдинга Чимада, реновация кондитерного завода, о котором много говорят сейчас. Это проект действительно якорный у агротора, 147 миллионов инвестиций. Это, по инвестиционным проектам это крупнейший проект. Строительство цеха по производству молочной продукции, строительство теплиц с длительным сроком функционирования и создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов в селах Техтюр и Артемцы. Многие из предложений я сегодня уже слышал, и они действительно в наш перечень уже попали. Да? По проекту Викарт, это мясоперерабатывающего цеха, с Вячеславом Нестеровым мы отдельно собирались и сейчас решили вместе, что здесь недостаточно будет только региональной поддержки по данному проекту, а решено, что его нужно будет подключить к федеральному ТОРу путем расширения механизма
поскольку там есть больше перечень по инфраструктуре поддержки и как бы, возможности. По этой работе мы вот с предпринимателем работаем, сейчас разрабатывается бизнес-план проекта, нужно оформить грамотную заявку, чтобы расширение произошло. Учитывая, что мы говорим о пищевой продукции, здесь наложились очень множество вопросов касаемо качества продукции. В современном мире, к сожалению, нужно требовать современным стандартам пищевого производства, и данные меры тоже сейчас разрабатываются, как в ЛПХ, допустим, наверное, механизмы социальных контрактов, обеспечить их качественным оборудованием, чтобы, допустим, молоко не доилось в отсутствии санитарных норм. И также от района были предложения касательно мелиорации сельхозземель, повышения оборота сельхозземель и так далее. В целом, вот такая работа сейчас проводится. Мы ожидаем, что в середине июня в первом приближении мы, наверное, представим на общественное обсуждение то, что получилось. А льготы, которые будут предоставлены предприятиям, это схожие льготы с резидентством в арктической зоне Российской Федерации. Да? У нас там 13 районов, но при этом есть определенные льготы по УСР. У нас действующий налог по упрощенной системе налогообложения это 1% по режиму дохода минус отхода и 5% по доходу. Да? Но это только на 2022 год. При этом данный агроторг позволит продлить эту льготу на 10 лет для действующих резидентов. Кроме того, есть субсидия на на страховые взносы работодателям, которые выплачивают заработную плату социальным работникам. И другие льготы, которые разрабатываются, в основном они схожи. Вот на этом все. Спасибо. Вы агроторг уже начали? Нет? Да, мы занимаемся... Нет, заниматься, что комиссия или что-то есть? Никакой комиссии как таковой нет. Я вот со своими людьми сам выезжаю, работаем. И у нас есть агентство по привлечению инвестиций, которое именно бизнесовую часть прорабатывает по бизнес-проекту. Да? УЛУС-то подключен? Что? УЛУС. Да, естественно, мы собираемся постоянно. Нет, вы это не... Именно и район. В районе занимается заместитель по сельскому хозяйству. Да? В районе занимается заместитель по сельскому хозяйству. Николай Сергеевич. Николай Сергеевич. Кто-то... Кто это? Он заместитель. Здесь был. Уже голове надо заниматься. Это сложный вопрос. Вообще новый вопрос. По пути руки набьете.